Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача «Про футбол». Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор очередных домашних игр мини-футбольного клуба «Заря», а также сюжет про турнир по футболу среди школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Ну и напоследок мы рассмотрим чемпионат Республики Саха-Якутия по мини-футболу среди юношей 1999-2000 годов рождения. Итак, поехали! 8 марта на площадке Дворца спорта 50 лет Победы наша «Заря» в рамках 19-го тура высшей лиги принимала мини-футбольный клуб «Ямал» из города Новый Уренгой. Счет встречи открыли гости. На 16-й минуте первого периода «Заря» теряет мяч на своей половине поля. Далее следует удар, с которым Евтушенко справляется, но последующий прострел доводит снаряд до Сенатова, который мощным ударом выводит «Ямал» вперед 0-1. Второй мяч «Ямал» организовал спустя 3 минуты. Универсал гостей Истомин с 2 попыток расстреливает ворота «Зари» 0-2. Под самый занавес первого периода гости забивают третий мяч. На этот раз гол на свой счет записывает Вадим Банных 0-3. В самом начале второго периода «Заря» отыгрывает один мяч. После серии рикошетов Сергей Волошин распечатывает ворота гостей 1-3. А на 42-й минуте встречи красную карточку за игру рукой вне штрафной получает Евтушенко. Вышедший вместо него новобранец «Зари» Карасев с ударом Волынюка справиться не смог 1-4. Домашнее поражение «Зари» в первой игре 19-го тура. Вначале, конечно, имели небольшое преимущество. Я считаю, Ямал выдержал начало матча, забили гол, и мы как-то немножко подостыли, что ли, потом уже полезли вперед, где-то что-то кого-то, и тут же второй, третий. Первый гол и третий гол, считаю, чисто на нашей совести. На носу плей-офф, нам надо делать какие-то выводы, чтобы уже больше таких ошибок нету. Во втором матче тура подопечные Олега Марченко снова уступили гостям из Нового Уренгоя. Игра на сей раз получилась более результативной. Счет был открыт на 17-й минуте игры. Дальний удар получился у Алексея Богатых. Буквально через минуту «Ямал» удваивает преимущество. Забег гостей результативным ударом завершает Виктор Сенатов. Во втором периоде «Заря» смогла найти в себе силы сравнять счет. Сначала отставание сокращает Руслан Гаядов, а затем Дмитрий Посаженников восстанавливает равновесие в счете 2-2. Спустя пару минут усилиями Антона Кусова и Александра Величко «Заря» выходит вперед и, казалось бы, обеспечивает себе как минимум ничью в этой сложной игре. Но далее гости, подключив пятого полевого, сравнивает счет. Сначала Дмитрий Мосякин мощным выстрелом сокращает отставание, а затем Роман Клешнин зажигает на табло 2 четверки. Гости на этом не остановились. Сергей Зотов своим дублем выводит «Ямал» вперед, а затем Максим Истомин устанавливает окончательный счет в игре. 4-7 досадное поражение «Зари» во втором матче 19-го тура. Проиграли 2 игры, создали много моментов, не забили, поэтому и такой результат печальный. «Ямал» сыграл здорово. Получилось так, как получилось, но надо над этим, значит, работать.
А 12 марта в рамках уже 20-го тура подопечные Олега Марченко встречались с мини-футбольным клубом «Факел» из города Сургут. Данную встречу «Заря» победила, как говорится, на классе. Начало разгрома на 9-й минуте проложил Александр Величко 1-0. Этот мяч оказался единственным в первом периоде. Вторая половина игры получилась крайне насыщенной. 2 удаления у гостей и 6 безответных забитых мячей в исполнении «Зари». Второй гол хозяев площадки на свой счет записал Артур Мелконян. Далее счет до разгромного доводит Андрей Калачев. Спустя пару минут после распасовки с Казаковым Антон Кусов сильным выстрелом забивает 4-й мяч хозяев. На 45-й минуте встречи гости, играя в 5 полевых, теряют мяч, чем воспользовался Александр Купряков. 5-0. Через минуту Артур Мелконян оформляет дубль. 6-0. Ну а финальный счет в этой встрече установил Сергей Волошин. 7-0. «Заря» одерживает сверхубедительную победу над «Факелом» у себя дома. Мы использовали те моменты, которые мы не использовали в игре с Ямалом. А их было не меньше, чем сегодня. Забей, мы бы тоже выиграли с Ямалом эту игру, которая так неудачно сложилась для нас. Но ребята молодцы, всем огромное спасибо. Проявили характер. После поражения с таким счетом обыграть. Я думаю, немножко подбодрило еще присутствие Михаила Дмитриевича Гуляева. Пришел министр спорта на игру, так что и болельщиков было очень много. Не знаю, что ждали, но я чувствовал, что переживали, волновались, родственники, знакомые, близкие. Старались, в общем, молодцы ребята, результатом очень доволен. После Нового года сейчас команда борется за попадание в плей-офф, им сегодня нужна была кровь из носа победа. Мы будем настраиваться, тем более после 2 здесь игр со «Спартаком» неудачных они сыграли. Я думаю, они захотят у себя дома взять реванш, но мы тоже будем там играть только на победу и не будем мальчиками для битья. Там как сложится, футбол — это спорт. Поле ровное, мячик круглый, так что посмотрим. С 12 по 16 марта в зале ДЮСШ номер 4 проводилось первенство по мини-футболу среди юношей 1999-2000 годов рождения. В соревнованиях принимало участие 13 команд, представляющие различные районы республики. Сильнейшими в первой лиге оказались ребята из команды «Пульс» село Марха. Второе место заняла команда ДЮСШ номер 4 «Заря», город Якутск. Третье место заняла команда «Сунтар» из Сунтарского района. В высшей лиге победу одержала команда ДЮСШ номер 4 «Заря», город Якутск. На втором месте турнир завершили ребята из команды «Алроса», город Мирный. Ну а третье место заняла команда РСДФШ из Майи, Мегино-Кангаласский район. «Заря», город Якутск. Команда будет представлять нашу республику в финальном турнире первенства России по мини-футболу, который пройдет через несколько дней в городе Екатеринбурге. Пожелаем этой команде и ее тренеру удачи. Соревнования прошли на очень высоком эмоциональном уровне, что говорит о том, что в 22 играх было забито 178 голов. 178 голов – это все-таки более 5 голов за игру. Игроки не жалели себя. Кто не победил, я так считаю, что их победа еще впереди. С 4 по 6 марта на крытом футбольном манеже спортивного комплекса «Дохсон» проводился якутский этап Всероссийского чемпионата по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов Республики Саха-Якутия под названием «Будущее зависит от тебя». Данное соревнование проводится с 2005 года. Главным организатором турнира является компания «Мегафон». На сегодняшний день это единственный всероссийский турнир для детей, находящихся на попечении государства. Соревнование проходило по 2 возрастным категориям. С 1999
2000 и 2001 и 2002 годов рождения. На протяжении 2 дней за победу боролись 18 команд из 15 образовательных учреждений нашей республики. Компания «Мегафон» уже не первый год проводит открытый чемпионат по футболу по всей России среди детских команд, школ-интернат, детей-сирот. В этом году в республике нашей состоялся второй раз, первый отборочный этап. И я считаю, что он прошел успешно, потому что команды в Якутии собираются самое большое количество команд на первом этапе по Дальнему Востоку. Очень отрадно, что наши ребята стараются, подготовку уже лучше видно. В прошлом году наши первые победители первого отборочного заняли второе место. Поэтому у нас есть надежда, и мы будем верить в успех наших ребят уже в городе Уссурийске, и что они смогут принять участие в финале, который состоится в городе Сочи. А дальше самый лучший приз – это поездка в футбольную команду «Арсенал» в город Лондон. И, соответственно, цель хорошая, есть за что побороться. Хотелось бы ребятам пожелать успеха и побед. Это единственный такой проект, который охватывает данную группу детей. Данное соревнование проводится для того, чтобы ребята приобщались к занятиям физической культуры и спорту, развивали свои физические качества, для того, чтобы они общались с другими, с такими же ребятами, более были социально защищенные и принимали участие не только в Якутии, но и расширяли свой кругозор Дальнего Востока и по всей России. В младшей возрастной группе среди участников 2001-2002 годов рождения победу одержали юные футболисты из Усть-Нерского детского дома Аймяканского района. Второе место заняла команда Усть-Алданского детского дома. А на 3-м месте турнир завершили футболисты из школы-интерната номер 28 города Якутска. В старшей возрастной группе среди участников 1999-2000 годов рождения победу праздновала команда Чульманского детского дома Нюрюнгринского района. Второе место заняла команда школы-интерната номер 28 города Якутска. Ну а 3-е место команда Алданского детского дома. Ну а на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока. С 28 марта по 1 апреля в городе Алдан Алданского района Республики Саха-Якутия в Центре подготовки лыжников Алдан состоится личный командный чемпионат Республики Саха-Якутия по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. 7-й этап Кубка Республики Саха-Якутия. Старт 29 марта в 10:00. Контактный телефон 8 914 109 79 53. А 31 марта в рамках чемпионата республики состоится торжественное чествование российского лыжника, олимпийского чемпиона 2010 года, двукратного чемпиона мира 2013 года в личном командном спринте, заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпиады Сочи 2014 в командном спринте Никиты Крюкова. Приглашаем любителей лыжного спорта на самые массовые зимние соревнования. С 8 марта по 5 апреля в муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия проводится первый этап 32-й открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014». Второй финальный этап пройдет 6 апреля в городе Якутске. Местность Зеленый Луг. Старт в 11:40. Справки по телефону 34 1708. С 29 по 31 марта во Дворце спорта 50 лет Победы состоится 10-й чемпионат и первенство Республики Саха-Якутия по фитнес-аэробике в зачет 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Открытие соревнований в 11:00. Заявки и справки по телефону 8 914 229 59 12, 8 914 280 88 96.